Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Вы смотрите программу «Итоги дня». В студии Влад Давыдов и Юлия Великодная. Смотрите в этом выпуске. У природы нет плохой погоды, но последствия заставляют считать иначе. По республике сильный ветер и снегопад. Каковы дальнейшие прогнозы? Пропаганда безопасности на льду. Патрульные службы МЧС и ГИМС проводят рейды. 12 человек в плену у огня. В Мирном прошли учения спасательных служб. Сколько времени ушло у пожарных, чтобы спасти условных пострадавших? «Я инженер». В Якутске торжественно наградили победителей третьего дальневосточного конкурса. Сезонные угрозы. С наступлением холодов возрастает заболеваемость ОРВИ. Что советуют врачи? Сюжет из Алдана. День города в столице Южной Якутии. Именно начало ноября 1975 года ознаменовалось основанием города Нирингри. Расскажем о праздничных мероприятиях. Аэрофлот возобновляет регулярные рейсы в Якутск с 1 декабря этого года. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев. Он сказал, что это решение повысит комфорт и качество авиаперевозок для всех жителей Якутии. Кроме того, руководитель региона выразил благодарность руководству авиакомпании «Аэрофлот». Переговоры о возобновлении рейсов с «Аэрофлотом» велись с начала текущего года. Новость, которая заволновала автомобилистов в последние дни, это рост цен на топливо. Напомним, после резкого роста стоимости бензина весной этого года федеральные власти отменили плановое повышение акцизов на топливо, а также потребовали от нефтяников зафиксировать цены. Однако в последние дни вновь произошел рост. В федеральном правительстве пригрозили ввести заградительные экспортные пошлины. С 1 ноября нефтяные компании выполнили взятые в среду обязательства по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо и снизили цены в оптовом сегменте. Об этом нашему телеканалу сообщил представитель вице-премьера страны Дмитрия Казака Илья Джус. В правительстве состоялось совещание под председательством Дмитрия Казака, на котором крупнейшие российские вертикально интегрированные нефтяные компании, независимые нефтеперерабатывающие заводы договорились о снижении цен в оптовом сегменте рынка моторного топлива. По состоянию на 1 ноября все крупные нефтяные компании эти договоренности исполнили. Цены на бензин и дизельное топливо снизились. Об этом свидетельствуют итоги биржевых торгов, общая ситуация в оптовом рынке. По основным видам падение биржи составляло до 4,3% по 95-му бензину, более 2% по 92-му и более 3% по дизельному топливу. В республике снегопад, пурга и сильные порывы ветра. В Якутске были задержаны авиарейсы, а гололед и метель создали проблемы водителям и пешеходам. За общей ситуацией и последствиями бушующей погоды следил сегодня наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Дмитрий, добрый вечер. Ты в прямом эфире. Добрый вечер, Влад. На данный момент температура воздуха составляет минус 9 градусов, ветер 7 метров в секунду. Из-за этого ощущается как будто минус 16 градусов. Как нам сообщили синоптики, завтра в первой половине дня ожидается небольшой снег, а уже в воскресенье осадков не будет. Также с сегодняшнего дня температура воздуха будет ощутимо падать вниз. И это жители столицы понаблюдают уже на середине следующей недели, потому что вечером и ночью температура воздуха опустится до минус 20 градусов. Мы позвонили в управление дорог города Якутска, и нам сообщили, что в эти минуты дорожные службы и коммунальные службы города вышли на расчистку снега.
И они будут работать до 5 часов утра. Следующая бригада уже приступит к работам в 5 часов утра и в течение всего дня субботы. Влад? Спасибо, Дмитрий. Я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Ну а что будет с погодой в ближайшие дни, что прогнозируют синоптики? Снежная погода сохранится в выходные в большинстве районов республики. Так, в Алданском, Нерюнгринском, Алекминском районах порывистый ветер достигнет 20 метров в секунду. В Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Намском, Амгинском, Чурапчинском, Татинском, Усть-Майском, Хангаласском, Горном, Кобяйском районах и Якутске ветер будет дуть со скоростью до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 18, днем минус 15. В связи с прогнозируемыми порывами ветра Главное управление МЧС России по республике рекомендует населению республики соблюдать правила безопасности и рекомендации. При усилении ветра следует ограничить выход из зданий, так как могут падать ветхие конструкции, деревья, рекламные щиты. Будьте осторожны и бдительны, так советуют в МЧС. Быть внимательными советуют жителям и в ГИБДД. На дорогах плотный снег, гололед, метель. В связи с этим в столице республики в выходные и в праздничные дни со 2 по 5 ноября увеличится плотность нарядов ДПС. На городских дорогах и пригородных направлениях проведут массовые проверки водителей. Одна из таких проверок уже дала результаты. Сегодня утром сотрудники ГИБДД выявили факт организованной перевозки групп детей с нарушением. Да, эта проверка показала, что перевозку организовала школьный учитель. 11 детей, это ученики 6-7 классов, находящиеся на каникулах с учителем, выдвинулись из Якутска в Верхневилюйск на микроавтобусе, который не предназначен для организованной перевозки. В отношении организаторов этой перевозки проводится проверка для привлечения их к ответственности должностного лица. Дети остались сейчас в Якутске у своих родственников, которые совместно с родителями будут решать вопрос, каким образом дети поедут домой обратно. Это организованная перевозка групп детей, которая запрещается на не специальных автобусах, которые для этого предназначены. То есть они должны иметь как минимум маяк желтого цвета. Должно быть нам направлено уведомление не менее чем за 2 суток до выезда такой группы. Будет также проведена проверка на соответствие признаков преступления, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса, так как тут у нас оказывается услуга. Это же не бесплатно, все делается. Соответственно, оказание услуг не соответствует требованиям обеспечения безопасности. Продолжаем выпуск. Переправа в районе Якутска завершает свою работу. Перевозчики, это 1-я и 2-я паромные переправы, прекратили движение судов через Лену. В настоящий момент перевозит автотранспорт по маршруту Якутск-Техтюр компания «Новек». У жителей микрорайона Северный в Ленске проблема. На протяжении многих лет они не могут достучаться до управляющей компании, которая ненадлежащим образом выполняет свои обязанности по откачке тех отходов. В микрорайоне, по словам жителей, регулярно происходят аварии на канализационных стоках. Отходы стекают в озеро Долгое. Жильцы домов микрорайона Северный не раз обращались в управляющую компанию с просьбой решить эту проблему. Летом это вечный запах, вечные ручьи льются с горы туда, там же озеро находится, все это в озеро. То есть зимой это все замерзает, тоже так же запах. В выходные машины практически не увидишь, не откачивают. Летом тоже раз в день, я считаю, это очень мало, такой населенный пункт очень большой. И я так понимаю, там все уже за столько лет, с 2003 года мы живем, за столько лет там все уже прогнило, все это сгнило, ничего не ремонтировалось. Эти вечные фонтаны, нечистоты, это все выливается. Вот такая у нас проблема. Конечно, обращались и в саму промэкологию писали, получали только отписки, что все в порядке, согласно там, как с НИПом, СИПом всяким. Патрульные службы МЧС и ГИМС проводят рейды. Цель – пропаганда безопасности на льду для любителей рыбной ловли, также выявление различных нарушений. Сюжет Артура Габышева. Внимание, внимание! ГИМС МЧС России предупреждает, выезд автотехники запрещен и крайне опасен. Уважаемые рыбаки, соблюдайте меры безопасности.
Сотрудники госинспекции по маломерным судам проводят патрулирование водных объектов с целью проведения профилактических мероприятий среди рыбаков, а также измеряют толщину льда и выявляют несанкционированные выезды автотранспорта на незамерзшие еще водоемы. Поскольку погода стоит по якутским меркам сейчас теплая, рыбаки выходят на лед, толщина льда в сравнении с аналогичным периодом прошлого года меньше. Поскольку лед еще не окреп, не было таких морозов, и категорический выезд автотранспорта запрещен. Безопасным толщина льда считается для человека, для пешехода не менее 10 сантиметров, для проезда легкового автотранспорта не менее 35. Разъезды по замерзшей водной поверхности ведутся на специализированной технике. На льду разгон достигает 70 км в час. Именно на таких судах на воздушной подушке сотрудники МЧС и ГИМС проводят спасательные операции утопающих на льду, а также рейды на водных объектах. Инспекторы ГИМС проводят профилактические беседы, вручают памятки о технике безопасности на воде и проводят инструктаж. Опрошено было около 30 рыбаков. Нарушений, связанных с выездом автотехники на лед, выявлено не было. Видите, как у нас происходит рыбалка? Значит, вот палаточка, рыбак у нас, толщина льда, меры безопасности соблюдаете, да? Но на всякий случай, значит, мы вам профилактические наши материалы, значит, предоставляем. Вот. Наша памятка. Рыбаки оказались матерые, как вести себя на реке знают хорошо. Рыбачат не первый год. Один из них с радостью поделился своими знаниями безопасности. Крепкий нож с собой иметь, либо изготавливают на деревянных круглых ручках два острых типа шила, чтобы они были под рукой всегда. Желательно на подвязках на руках. На сегодняшний день толщина льда около Якутска варьируется до 16 сантиметров. Это допустимая норма для нахождения на льду человека. Однако инспекторы предупреждают, ни в коем случае не стоит собираться в группы на одном месте. Гораздо безопаснее идти в один ряд с интервалом в несколько метров. Артур Габышев, Павел Пахомов, Якутск. 12 человек оказались отрезанными огнем в учебно-лабораторном корпусе Политехнического института. На их спасение остались считанные минуты. Такой была легенда учений спасательных служб в Мирном. Специально для этого здание выбрали сложное, несколько этажей, множество помещений и всегда многолюдно. Сколько времени ушло у пожарных, чтобы спасти условных пострадавших, в сюжете Иванны Филипповой. В учебно-лабораторном корпусе Политехнического института пожар. Экстренно эвакуировали 180 человек, студентов и преподавателей. А вот судьба еще 12 неизвестна. Такова была легенда учений. На спасение отрезанных огнем задействовали 45 огнеборцев и 9 единиц техники. Наготове работники скорой помощи и полиции. Пока одно звено спасателей разворачивали пожарные рукава, другое обследовало здание. Спасателям предстояло осмотреть каждое помещение. Счет в таких случаях идет даже не на минуты, на секунды. Непростая планировка учебно-лабораторного корпуса лишь усложнила задачу пожарных. Некоторые условно пострадавшие сразу вышли на связь. Их удалось спасти первыми. Как оказалось, они находились в так называемых пожароопасных комнатах. При проектировании здания учебно-лабораторного корпуса были предусмотрены специальные комнаты пожарной безопасности. Они защищены специальными дверями, которые очень плотно закрываются. Есть связь, по ней можно сообщить о своем местонахождении. Также работает постоянная вентиляция, подается свежий воздух. И в экстренных случаях, когда людей невозможно вывести через дверь, можно снять с помощью пожарной лестницы через окно. Пожаробезопасную зону, общее количество 7 штук, начиная со 2 по 5 этаж. Со 2 по 4 предусмотрены по 2 комнаты, на 5 этаже вот 1 комната. Все наши студенты знают, так как проводится каждый год учения. От включения сигнализации до тушения условного пожара прошло 37 минут. Огнеборцам удалось спасти всех пострадавших. Мы еще не были на этом объекте, то личный состав сегодня он ознакомился с особенностями, конструктивными особенностями данного объекта. Пожарные подразделения сработали хорошо, слаженно. Руководство объекта также провело первичные мероприятия своевременно. Всех людей эвакуировали из здания, доложили, сколько людей, возможно, еще находится в здании.
Еще один крупный городской объект с большим скоплением людей пожарными изучен на практике. Как отметили сами спасатели, подобные учения будут проходить во всех государственных учреждениях и промышленных объектах Мирного регулярно. Иванна Филиппова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». А сейчас небольшой блок рекламы. Совсем скоро мы вернемся к обсуждению главных тем. Смотрите далее. Вопросы развития сельхозотрасли в Якутии. Айсен Николаев в Москве встретился с министром сельского хозяйства страны Дмитрием Патрушевым. «Я инженер» в Якутске торжественно наградили победителей 3-го дальневосточного конкурса. Сезонные угрозы. С наступлением холодов возрастает заболеваемость ОРВИ. Что советуют врачи? Сюжет из Алдана. День города в столице Южной Якутии. Именно начало ноября 1975 года ознаменовалось основанием города Нерюнгри. Расскажем о праздничных мероприятиях. В эфире телеканала «Якутия-24. Итоги дня». Мы продолжаем. Айсен Николаев в ходе командировки в Москве встретился с министром сельского хозяйства страны Дмитрием Патрушевым. Обсуждали текущее состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса республики. Глава Якутии отметил, что данное министерство всегда оказывало ощутимую поддержку Якутии. Благодаря этому удавалось решать важные для республики вопросы и проблемы. В свою очередь министр Патрушев заверил, что вопросы, поставленные главой Якутии, будут решены. Я поднял ряд вопросов, связанных с расчетами методики оказания финансовой поддержки со стороны Министерства сельского хозяйства как раз для нашего Министерства сельского хозяйства республики. К сожалению, в последние годы произошло достаточно значительное падение этих сумм. Связано оно как раз было с изменением методики. Мы рассмотрели все нюансы. Дмитрий Николаевич поддержал нашу позицию и дал поручение соответствующим службам при учете уже последующем нового подхода к методике, который начнет работать с 2020 года, уже учесть особенности нашей республики. При этом на 2019 год также мы договорились, что будет определенное увеличение суммы, пусть небольшое, и, конечно, республика сможет в целом вот эту сумму субсидий уже тратить, скажем так, на те направления, которые мы считаем самыми приоритетными для развития сельского хозяйства. Премьер-министр Якутии Владимир Солодов заявил о важности взаимодействия предприятий и колледжей в перезагрузке системы среднепрофессионального образования. Задача прорыва Якутии, которая поставлена главой республики Айсеном Николаевым, не может быть решена без кардинального изменения системы подготовки кадров. Об этом сегодня говорили на открытии стратегической сессии по вопросам модернизации системы среднего профессионального образования через развитие движения WorldSkills. Цены на лекарства в России могут подорожать в следующем году в среднем на 10%. Об этом изданию «Известия» рассказали в аптечной гильдии. Речь идет как об импортных, так и об отечественных препаратах. Эксперты объяснили подобный прогноз ростом курса валют, повышением НДС и исчерпанием российскими аптеками имеющихся запасов фармпродукции. Кроме этого, производители могут включить в стоимость фармпрепаратов свои предстоящие затраты на оборудование для маркировки. Ну а дойдет ли телемедицина до труднодоступных населенных пунктов Якутии? Этот вопрос обсудили в Госсобрании Элтумен, Комитет по вопросам коренных малочисленных народов Севера, делам Арктики и Комитет по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости. Озвучили, что развивается инфраструктура сети телемедицинских пунктов в районных участковых больницах. Планируется организация спутниковых каналов связи для медицинских организаций в отдаленных поселениях северных и арктических районов. Участники заседания дали рекомендации правительству республики рассмотреть возможность включения вопроса о развитии арктической телемедицины в Якутии как отдельного мероприятия комплексной программы республики. С помощью технологий телемедицины, удаленно, дистанционно, мы должны диагностировать, консультировать и в дальнейшем лечить профилактически наших жителей арктических районов. Это является очень большой проблемой, потому что, как вы знаете, расстояния в Арктике очень большие, и проезд до города Якутска очень дорогой для жителей Арктики.
С наступлением холодов растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. По словам врачей, недолеченная простуда может стать пусковым механизмом пневмонии. По данным, ежегодное воспаление легких переносит порядка полумиллиарда человек по всему миру. Стабильно высокими остаются показатели смертности от отека легких, к которому чаще всего приводит осложненная пневмония. Тему продолжит наш корреспондент Татьяна Вахнина из Алдана. Вячеслав Горобченко с юности за рулем. Легочные болезни считают профессиональными. Бронхиты бывали у него часто. Весной Вячеслав Петрович поступил в туберкулезную больницу. После перенесенного воспаления легких необходимо было исключить туберкулез. И мне сказали, что возможно осложнения такие быть, что может туберкулез. Пневмония к туберкулезу не приводит. У заболеваний разный возбудитель. Некоторые симптомы, однако, похожи. Кроме того, обе эти инфекции смертельно опасны. Пусковым механизмом пневмонии может послужить незалеченная простуда. В среднем получается около 100 случаев на Алданский улус. Из них 35 примерно бывают тяжелыми, то есть осложненными различными ателектазами, деструктивные пневмонии. И несмотря на то, что уже живем в 21 веке, тем не менее во всем мире сохраняется летальность от пневмонии, в том числе и в Алданском районе. В среднем 2-3 случая за год. Группы риска составляют дети, люди преклонного возраста, приверженцы вредных привычек, а также мужчины и женщины с ослабленным иммунитетом. Выделяют несколько типов пневмонии, которые разнятся симптоматикой. Если с высокой температурой и сильным кашлем визит к врачу больные, как правило, не откладывают, то на течение подострых процессов многие попросту не обращают внимания, либо начинают лечиться тем, что есть от кашля в домашней аптечке. Хочу посоветовать, что не надо заниматься самолечением, лазить в интернете, спрашивать у знакомых. Нужно в первую очередь, конечно же, обратиться на прием к терапевту в поликлинику, пройти обследование. Основным у нас обследованием является, конечно, рентгенологическое. При воспалении легких прием антибиотиков обязателен, однако выбрать тактику бывает сложно, если у пациента сформирована устойчивость к грибковым штаммам. Порой люди бесконтрольно принимают сильнодействующие лекарства в легких случаях. Чтобы процесс выздоровления был успешным, врачи призывают не использовать тяжелую артиллерию без надобности. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Якутске торжественно наградили победителей третьего дальневосточного конкурса «Я инженер». Свои проекты представляли разные категории участников. Будущие инженеры – это школьники с 8 по 10 классы, молодые инженеры, студенты высших, средних учебных заведений, а также профессиональные инженеры – это молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Подробности у Александра Зубехина. Задача конкурса – популяризация инженерных профессий и технических специальностей среди молодежи. В финале 12 проектов. Каждый по-своему хорош. Победитель в категории «Молодые инженеры» получал в качестве приза новейший iPhone. Однако для молодого специалиста главное не призы. Конкурс – это площадка для возможностей. Мне этот конкурс дал много опыта. Я познакомился с интересными людьми, с которыми в дальнейшем я планирую работать, сотрудничать. Это мне по учебе поможет. Хочу хорошую работу получить, и я надеюсь, что этот конкурс даст мне такую возможность. Проекты участников – это новые технологии, которые уже сейчас могут применяться на практике. Мы разработали такую резиновую смесь, которая обладает морозостойкостью, высокой прочностью, высокой эластичностью, что пригодно для наших условий. Мы планируем производство небольшой партии сайлентблоков в количестве 50 штук, и в дальнейшем, может быть, тоже начнем больше производить. Заказы идут. А в этом году в конкурсе принял участие и специалист из Ханты-Мансийского автономного округа. Инженеру-конструктору со стажем около 10 лет удалось обойти других финалистов. Он и выиграл главный приз – отечественный автомобиль «Нива». Вот она, Нива! Ура! Победитель! Работает! Автомобиль, он везде автомобиль российского производства или нет. Это большой серьезный приз. Моя задача состоит в том, чтобы разрабатывать новое оборудование для добычи нефти. Перепускной модуль – это на сегодняшний день, во всяком случае, мы не знаем столь же надежно работающих устройств в России точно. И в мире мы пока аналогов, в принципе, тоже не видели.
Движение продолжит работу со всеми участниками проекта. Из 12 финалистов 6 получили одобрение в грантовых программах фонда Бортникова. И двое получили, можно сказать, такой вот зеленый цвет, который работа полностью готова. Надо чуть-чуть их помочь с упаковкой, и они могут участвовать в грантах до 6 миллионов. Если они софинансируют, эта сумма может увеличиться. Зарубин Виталий и Анофриев Иннокентий. Участникам, которые не заняли призовых мест, достались сертификаты на бесплатное обучение на курсах повышения квалификации по теме инновации экономики и технологическое предпринимательство. Александр Зубехин, Георгий Григорьев, Якутск. Ноябрь месяц для столицы Южной Якутии особенный. Именно в начале ноября 1975 года на правом берегу реки Чульман был основан крупнейший на сегодняшний день второй по величине город Якутии Нерюнгри. О праздничных мероприятиях сюжет Александры Цыбиковой. Череда праздничных, спортивных и культурно-массовых мероприятий началась еще с конца октября. В районе проходят спортивные первенства, чемпионаты и выставки. В республиканском первенстве по настольному теннису Кубок Нерюнгри-2018 участвуют 4 возрастные группы. Это порядка 100 человек. Приехали команды из Мегино-Кангаласского улуса, из Амурской области, из Алданского района. В Музее истории освоения Южной Якутии имени Пьянкова состоялась масштабная фотовыставка местных фотографов, посвященная декаде празднований. Были представлены живые кадры природы, города и культурные достопримечательности. Около 100 фотокартин от местных фотохудожников. Я связался с музеем, и музей был очень рад, что нерюнгринские фотографы, как молодые, так и взрослое поколение, решили попринимать участие в данной выставке, поэтому и мои работы сегодня здесь. Были вручены благодарственные письма почетным работникам музея. Финальной и самой массовой официальной праздничной частью стало торжественное собрание, посвященное сразу 3 знаменательным датам – Дню народного единства, дню рождения столицы Южной Якутии и Нерюнгринского района. В Большом зале Центра культуры можно было наблюдать сотни радостных нерюнгринцев и гостей города. Город активно развивается, строится, расширяется, он интернационален. Здесь живет 90% населения Южной Якутии, работают, трудятся, реализуют социальные проекты, молодежную политику. Нерюнгри стал еще на год старше, но он по-прежнему остается одним из самых молодых и красивых городов Якутии. Александра Цыбикова, Сергей Козюров, Вадим Барашков, Нерюнгри. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале, следите за выпусками и будьте всегда в курсе.